Велопрогулка в компании множества бабочек – это не сон и не сказка, а один летний день сыктывкарки Алены Дьяконовой. Свою порцию счастья девушка получила, когда приезжала погостить к родственникам в село Куратово. Решила покататься на велосипеде вдоль дороги и не поверила своим глазам. Я на самом деле никогда не видела такого количества бабочек. Причем они были не просто скоплением в одном месте, они были на протяжении всей дороги, там на несколько километров. То есть они были стайками, маленькие голубые бабочки, просто вереница больших черных бабочек. Это было, конечно, очень здорово, очень красиво. Алена признается, до сих пор жалеет, что всю эту красоту не запечатлела на камеру, как, например, сыктывкарка Марина Делкова. История о том, как она опоздала на ответственную встречу из-за другой встречи с пестрыми летуньями, девушка поделилась в соцсети. Говорит, не могла пройти мимо и насладилась красотой. Ну что это за чудо такое? Посмотрите, сколько бабочек. Посмотрите, как круто. На этих кадрах бабочка из семейства многоцветниц Ванесса Атланта, по-русски «Адмирал». Это не коренной житель Коми, а известный путешественник. По словам биолога Оксаны Кулаковой, он совершает огромные перелеты через Атлантический океан каждый год. В Голландии, на побережьях США и Канады даже существуют станции, на которых специалисты фиксируют насекомых и прослеживают их пути миграции. Массовый лет «Адмирала» в этом году наблюдается не только в Коми. Он охватил огромную территорию от южно-русских степей до побережья Белого моря. Сама Оксана Кулакова фиксировала бабочек во время экспедиции по Воркуте. Она каждый год появляется, но не в таком количестве. На самом деле эта бабочка впервые вот в такой огромной массе появилась и была зафиксирована в летописях в 1881 году. И второй вот случай это в этом году. Она совершенно безвредна. Это прекраснейшая бабочка, которая радует нас своей красотой и вносит в нашу обыденную жизнь какой-то капли приятной, красивой природной красоты. Питается гусенички на обычных сорных растениях, на чистоволохе, на бадьяне, так что переживать не надо. Много в этом году в Коми и особи репейницы. Как и «Адмирал», она не живет у нас постоянно, а прилетает с юга, дает потомство, которое в конце летнего периода перебирается в южные области. Из коренных же отличилась траурница и ленточник тополевый. Подобные вспышки численности этих видов отмечались в 90-х. Такое жаркое лето у нас было в 2010 году, но ни «Адмирала» в большом количестве, ни траурницы нашей местной не было. Это, конечно же, череда теплых зим, мягких зим, которые способствуют просто сохранению имага. Ну и, соответственно, хорошее теплое лето, и особенно в период премигенального развития, когда гусенички питаются на растениях. Благодаря мягкому лету больше стало не только бабочек, но и вредных мошек и комаров. Их размножению способствовали еще и дожди. Но если кровососы всегда где-то рядом, то бабочек надо поискать. Летают они по обочинам дорог, возле луж, в скверах и парках, где много цветущих растений. Сейчас крылатых красавиц гораздо меньше, чем, например, в июле. Многие уже возвращаются в южные районы. Впрочем, пока погода радует солнцем и теплом, бабочек еще можно встретить. А если повезет, сделать красивый кадр. Таисия Жакова, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.